нашей секции «Гражданская энергия». И мне бы хотелось сегодня открыть это замечательное мероприятие гимном Российской Федерации. Я предоставляю слово нашему известному, знаменитому Карлу Георгиевичу Башарину. Пожалуйста, Карл Георгиевич. Уважаемые участники форума, основой государства является патриотизм. Это очень важно всем знать. А главным инструментом воспитания патриотизма является гимн России и любого государства. Я вчера встретился со своей выпускницей Еленой Тросько, которая сейчас является президентом Международной ассоциации суржогов в Республике Саха-Якутия. Она каждый год ездит на учебу в Индию. И она мне рассказала, что все мероприятия в Индии начинаются с гимна их родины и заканчиваются тоже. А у нас почему-то такого нет. Поэтому я вношу сразу предложение, чтобы вот этот гимн звучал на всех мероприятиях. Причем в стихотворной форме, а не только как песня. Итак, прошу встать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будьте дисциплинированы, ответственны, активны, неутомимы в действии, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей великой многонациональной Родины России. Да здравствует Россия! Да здравствует Якутия! Ура! Ура! Видите, как уже интересно и красиво открывается наш разговор, и наша гражданская энергия сегодня должна здесь не только аккумулироваться, но и найти поддержку у тех, кто сегодня обречен властью, у наших партнеров по НКО, а также, возможно, и у сектора, который занимается бизнесом. 2019 год объявлен в Республике Саха-Якутия годом консолидации. Поэтому тема и девиз нашего гражданского форума созвучен с этой темой. Консолидация во имя будущего. Темы дискуссионных площадок также обозначены в соответствии с основными направлениями года консолидации. Целью проведения таких площадок в широком смысле является вовлечение нас, всех граждан, для решения социально значимых вопросов. Консолидация усилий общества, власти, бизнеса для выработки механизмов дальнейшего развития гражданского общества. Сегодня на нашей площадке «Гражданская энергия» мы будем обсуждать вопросы движения добровольчества, гражданского патриотического воспитания, сохранения естественной трезвости детей и молодежи в Республике Саха-Якутия, реализации гражданских инициатив. Работа площадки направлена на выработку механизмов поддержки гражданских инициатив, деятельности НКО в сфере добровольчества, гражданско-патриотического воспитания и формирования трезвого здорового образа жизни. Выстраивание системы обратной связи на основе принципов всеобщей доступности и открытости. Участники площадки «Гражданская энергия» – это члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия, представители некоммерческих объединений, исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, депутаты Государственного собрания ЛТУМН Республики Саха-Якутия и федеральных органов власти. Сегодня также в работе нашей площадки будут гости по видеосвязи. Карнаухов Алексей Валерьевич,
председатель Бурятского регионального отделения Союза борьбы за народную трезвость. Амельченко Геннадий Андреевич, город Владивосток, психолог-аддиктолог. Иванова Татьяна Спартаковна, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природного использования по Республике Саха-Якутия. Погадаев Михаил Александрович, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Меня слышно? Или... Так лучше будет слышно? Да, так лучше. Дарбасов Ариан Афанасьевич, представитель Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Корякин Алексей Александрович, директор Якутской кадетской школы-интернаты. Колесова Екатерина Алексеевна, представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. А также еще будут подключения. Это вот большая организация общественная, общее дело, город Уссурийск, Улан-Удэ, Владивосток, Рослая Виктория, Константин Звенин и Ширин Игорь. Вот это такая интересная организация «Общее дело», и они тоже сегодня примут участие по скайпу. О порядке нашей работы. Сегодня у нас 4 блока. Формирование здорового образа жизни, гражданские инициативы, гражданско-патриотическое воспитание и развитие добровольчества. У нас будет регламент, и хранителям времени сегодня придется немножко нас, может быть, останавливать. И я хочу сразу сказать, что докладчики имеют по 10 минут, а также 20 минут после каждого блока у нас будет обсуждение и внесение предложений в резолюцию. На подведение итогов у нас также отведено 10 минут. Я бы хотела еще дать слово своим сомодераторам, и я хочу вас сегодня с ними познакомить. Это Барамагин Николай Андреевич, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, и Хорошев Андрей Федорович, уполномоченный по развитию туризма в Республике Саха-Якутия и член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Я хочу сказать, что меня зовут Елена Ивановна, фамилия моя Шудря. Прошу начинать наше общение. Андрей Федорович, слово. Ну, дело в том, что я посмотрел программу, и меня там нет в программе. Поэтому получается, что с одной стороны я вроде бы есть, а с другой стороны меня нету. Поэтому я вроде бы как здесь эфирное тело. И это мне придает особые силы и пылкость в будущих выступлениях. Спасибо. Доброе утро, уважаемые друзья. Очень рад вас видеть на гражданском форуме Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И вот я хотел бы сказать вам, что я как блогер сейчас веду видеосъемку нашей дискуссионной площадки и выложу видеозапись в сеть YouTube. Поэтому, как говорится, большая просьба выступать энергично, четко, отчетливо. Спасибо. Итак, приступаем. Бурные аплодисменты. Итак, приступаем к нашей работе. Первый блок и первое выступление в блоке ЗОЖ мы предоставляем Босиковой Нюргуяне Егоровне. Она является заместителем председателя Координационного совета по трезвому здоровому образу жизни Кутьянского улуса. И так, презентация проекта «Трезвая Арктика». Добрый день, уважаемые участники гражданского форума дискуссионной площадки «Гражданская энергия». Я представляю Устьянский улус, зовут меня Нюргуяна Егоровна Босикова. Ну, как бы начать работу, почему, мотивом того, почему я начала заниматься именно работой по трезвости, главным мотивом является то, что я увидела, что в городе Якутске и центральных улусах района нашей Якутии работа по продвижению трезвости за все эти годы проводится очень активно и на высоком уровне. И вот я задалась вопросом, живя в одной Якутии, в такой красивой республике, почему же в центральной Якутии это дело активно проводится, а у нас в арктической зоне
то есть в частности в Устьянском районе, такая работа либо полностью не проводится, либо проводится и имеет чисто формальный характер. И началом моей деятельности является повышение квалификации в 2017 году в зданиях вот этой самой высшей школы инновационного менеджмента, где я подготовила и защитила аттестационную работу на тему совершенствования работы по пропаганде трезвого образа жизни в Устьянском районе. Далее, это была теоретическая часть моей работы. И, как говорится, есть идея, есть дело. И эта аттестационная работа на самом деле и стала началом очень интересной работы. Если мы настоящие гражданские активисты, то наши слова, естественно, не должны расходиться с делом. И вот в сентябре 2018 года, в марте, в апреле 2019 года, благодаря огромной поддержке председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Алексею Егоровичу Сергучеву, состоялись очень полезные, нужные мероприятия в Устьянском районе. Охват этих мероприятий составил более 1000 человек. В нашем УСе живет 7200 человек, и это составляет 14% от населения Устьянского района. Все эти мероприятия проходили на основании распоряжения главы Республики Саха-Якутия 650 о концепции по информированию населения Республики Саха-Якутия о вреде и последствиях употребления алкоголя и формированию здорового образа жизни на период до 2022 года. Мероприятия проводились представителями «Трезвая Якутия». И вот по окончанию данных вышеуказанных мероприятий, семинаров у нашего участкового возникла гениальная идея. И она воплотилась в жизнь, и он это сделал. Знаете, в чем заключалась его идея? Он, вот суточники же есть, которые по алкогольному опьянению поступают, да? И он включил и до сих пор включает аудиолекции по трезвости. То есть они принудительно, добровольно, находясь 15 суток, слушают ежедневно эти лекции. То есть как бы очень нужное дело. Это было и сейчас есть. И вот следующая веха или следующее большое дело, то, что мы сделали, это 22 октября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам трезвого образа жизни между Министерством молодежи и социальным коммуникациям, администрацией муниципального района Устьянский район и общественным фондом ЗОЖ города Якутска. Далее у нас в январе 2019 года ученик 9 класса депутатской средней образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов вошел в секцию общественной науки с темой особенности социальных связей и проблем в области антиалкогольной политики. Он стал победителем республиканской конференции «Шаг в будущее», получив диплом 2 степени. Ну, законов предостаточно, но они не исполняются порой в большинстве случаев исполнительными органами и органами местного самоуправления. А вот этот ребенок, подросток, учащийся в 9 классе, он все это изучил и показал, что действительно законы не исполняются взрослыми людьми. По поручению, так, далее у нас 5 марта, тоже очень важный момент, очень важный документ создался и орган создался 5 марта 2019 года Координационный совет при главе Устьянского района по формированию трезвого образа жизни в Устьянском районе. В этот координационный совет вошли все главы поселений, все начальники организаций, учреждений, которые находятся на территории Устьянского района, ну и инициативные граждане. Далее у нас тоже
следующее важное событие. По поручению председателя Координационного совета, это первого заместителя главы района Валерия Юрьевича Сидорина, по его поручению через месяц буквально был поставлен спектакль великого мыслителя якутского народа Алексея Елисеевича Кулаковского. Называется он «Аргы», в переводе Владимира Солоухина «Оборотень». И вот произведение это было написано более 103 года назад, и все зрители, увидевшие спектакль, были восхищены новым видением, свежим взглядом на классику, оригинальным подходом режиссера Светланы Валерьевны Хандрик. Ну, далее, 29 апреля 2019 года у нас состоялась презентация проекта совершенствования работы по пропаганде ЗОЖ в Устьянском районе на 5 лет. Ну и я хочу сказать, что бюджет этого проекта составляет 18 миллионов 775 тысяч. Он рассчитан на 5 лет, и там имеется много мероприятий, которые нужно проводить для продвижения, для устойчивого развития трезвого образа жизни. Далее еще очень важное, даже на уровне республики, даже, можно сказать, района, России, важное событие произошло. 22 мая 2019 года к нам приехал с рабочей поездкой глава Якутии Асет Сергеевич Николаев. И мы взяли смелость показать ему этот спектакль. И вы смело можете в интернет зайти и увидеть, что есть такое, пресс-служба написала о том, что действительно Арсений Сергеевич увидел спектакль «Оборотень», и мне сказали, что он был тоже восхищен. Для всего мировое внимание держав и сверхдержав обращено к Арктике. Всеобщее внимание обращено со стороны экономики, промышленности и науки. Все говорят об освоении территории Арктики, о добыче ее богатых ресурсов. Но мало кто знает, кто там живет. А живут там мои земляки, мои одноклассники, оленеводы и рыболовы. И я там живу и работаю. На самом деле, главным в Арктике является человек, и стратегия должна быть повернута именно к нему, нуждам человека. Для решения разнообразных сложнейших проблем необходимо сохранение человеческого капитала. Как правило, инвестиции в человеческий капитал свою отдачу дают не сразу, спустя несколько лет. Поэтому, я выше сказала, что у нас существует муниципальная программа, и если она войдет в действие, то это, я надеюсь, мы увидим. Так, у нас регламент. Большое спасибо за выступление. Но я бы хотела сейчас поднять Нину Максимовну. Она как раз и есть вот тот человек, благодаря которому этот оборотень состоялся. Прошу ее поприветствовать, прошу аплодисменты. Это вот наши герои. И действительно, вот если мы будем сегодня разговаривать дальше, структурировать наши общественные гражданские инициативы, то они бывают вот снизу, когда человек считает, что что-то не так. И вот мне Ульяна Егоровна сказала, да, вот ей показалось, что недостаточно вот работы по трезвому здоровому образу жизни. Она это определила как мама, потому что у нее 2 детей школьников. И вот благодаря ее личной, вот говорит, один в поле не воин. Но действительно, один в поле не воин. Потому что много лет вперед работала Нина Максимовна. Много лет вперед она работала. И проводила определенную работу. И тогда на каком-то этапе подключается другой человек, и эта инициатива принимает следующий этап и следующее развитие. И сейчас я думаю, что, если какие-то вопросы у вас возникнут, в конце блока мы обсудим, в конце блока. А сейчас хочу предоставить слово Елене Карловне Колесниковой, которая является экспертом Общественной палаты, и она является проводником нашего опыта не только на всю Республику Саха-Якутия, на Дальневосточный федеральный округ и в целом на Российскую Федерацию. Мне будет как раз слышно, да, меня? Буду подзаряжаться от эфирного тела Андрея И, как раз давать мне энергию, буду стараться выступать энергично, лаконично и точно. Итак, давайте я немножко запустилась, можно запустить презентацию. Действительно, я очень часто езжу по России, по разным регионам, от Дальнего Востока, Чукотки до Урала и Краснодара. Итак, что же больше всего интересует наших соратников в различных городах? Не только соратников, но очень часто и государственные органы. Это результаты нашей антиалкогольной политики. Как бы ни говорили, прошу прощения за такое
слово, как бы ее не хайповали в СМИ и в интернете, она дает огромные свои результаты. На сегодняшний день эти результаты самые перспективные, самые эффективные по всей России. Что мы делаем? Я, во-первых, хочу поприветствовать, не знаю, видят ли меня наши коллеги в других городах, это Владивосток, Уссурийск, Улан-Удэ и другие. Друзья, здравствуйте. Итак, что мы достигли? Во-первых, самое главное наше достижение, то, что мы разработали определенный алгоритм. Этот алгоритм, он включает в себя метод пресса. Кто у нас будет переключать? Я, да? Ага, ну можно дальше тогда. Вот такой метод пресса. Это метод пресса, который совмещает в себе два основных направления. Первое – это ограничительные меры, которые мы достигаем с помощью внедрения определенных ограничительных мер в законодательные акты. Второе – это обязательно антиалкогольная пропаганда. Я была во многих регионах, где те или иные методы и формы профилактики применяются, когда просто ограничительные меры, могу сразу сказать, что это не действует, когда просто профилактические меры, это тоже не имеет своего такого эффекта. У нас очень много уже лет, уже порядка больше 20 лет идет такая работа, которая каким-то образом пытается влиять на алкогольную проблему. Она еще с нашего первого президента Михаила Ефимовича. Но основной этап я могу выделить, когда более эффективные были видны реальные результаты, это, конечно, Егор Афанасьевич Борисов. Можно следующий? Ну, это примерно, значит, перечень тех нормативно-правовых актов, которые были приняты 2000 года в этой тематике. Следующее. Итак, значит, что я хочу сказать. Во время того, как Егор Афанасьевич Борисов был у нас главой республики, были приняты отдельные ограничительные меры. Во-первых, это действительно самое короткое время продажи, одно из самых коротких, если мы будем брать мусульманские республики, это с 2 до 8 дня продажи алкоголя. Кроме этого, в 2015 году у нас были введены другие ограничительные меры, это и продажи только в специализированных магазинах, это запрет продажи в жилых домах, и это одно из самых главных, это то, что мы дали возможность муниципальному образованию, поселениям выходить законодательной инициативой об введении полного запрета продажи алкогольной продукции на их территории. На сегодняшний день у нас 188 сел. К чему привели эти ограничительные меры? Если мы возьмем статистику, то самое главное, что для нас, наверное, важно, у нас есть все дети, мы сами ходим по улице, в вечернее время, чтобы мы не боялись проходить те или иные районы. Все вы должны знать, что тяжкие, особо тяжкие преступления, все, не только в Якутии, но и по всей России, это порядка 90%, даже больше 90%, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью. Так вот, если мы посмотрим, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 80% совершается в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось с 2010 года на 45%, убийство и покушение на убийство 39%, а грабежи и разбои более чем на 70%. Ну, на следующий. Ну, конечно, вот самая такая, значит, этап снижения пьяной преступности, там есть свои специфические особенности, это было во время того, как было управление госалкогольконтроля, которое учредил Борисов Егор Афанасьевич. Это был орган, который не только контролировал оборот алкоголя на рынке, но и кроме этого основной его задачей было проведение трезвости, пропаганды, но хотя там было минимальное финансирование. И вот за эти годы работы управления было реальное снижение пьяной преступности. Дальше. Ну, естественно, как же мы не можем обойти, значительно было уменьшение заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами. Это порядка 50%. Ну, наверное, это наша больная тема, особенно больная тема для нас, женщин. Хорошо, что сегодня достаточно много мужчин. Это смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Вы, наверное, слышали высказывание Вероники Скворцовой, министра здравоохранения Российской Федерации, что, к сожалению, наши мужчины в трудоспособном возрасте в 70% от внешних причин умирают от причин, связанных с алкоголем. Наверное, вы еще слышали о таком факте, что в тюрьмах в 3 раза смертность мужчины меньше, чем на свободе. Это напрямую связано с употреблением алкоголя и других психоактивных веществ. Дальше. Ну и многие говорят, что поддержат или не поддержат по всем тем исследованиям, которые проводили непосредственно мы, которые проводил информационный центр при главе. Больше 60% населения республики поддержит антиалкогольные меры.
На сегодняшний день этот процент растет, потому что это исследование 2017 года. Дальше. Ну и понятно, что, ну, очень многие говорят, ну вот вроде ограничительные меры мы вводим, а все равно есть люди, которые пьют. Однозначно это невозможно решить одним щелчком, принятием закона. В любом случае будут всегда взрослые люди, которые 10, 20, 30 лет до этого употребляли алкоголь. Самое главное наша цель, это мы понимаем, это наше будущее, это наши дети, это наша молодежь. По некоторым параметрам, вот они в 10 раз, употребляющие один раз в неделю, чаще уменьшилось. Вообще детей, которые не употребляют алкоголь, там, смотрите, 90% у нас стало в школу. Это реально очень важный и эффективный результат, который мы, вот для нас это одно из самых важных достижений. Дальше. Ну, естественно, трезвые села. Тоже различные идут полемика по трезвым селам, эффективна она или неэффективна. Вот тут нужно отметить, что те трезвые села, которые у нас есть в республике, их можно разделить на несколько базисных, значит, категорий. Это успешные трезвые села, неуспешные среднячки. Есть трезвые села, конечно, которые приняли этот статус просто ради статуса. Есть те села, которые приняли это сознательно, проводят в этом направлении работу. Вот в этих селах однозначно идет мощное улучшение. Мы в 2016 году приглашали социологическую, то есть даже не приглашали, они сами приехали провести такое исследование. И они выбрали одно из тех сел, которые эффективно реализуют эту трезвенническую политику. В чем была его особенность? Это село Бюскюль. В 2012 году это было абсолютно вымирающее село. Там проводились криминальные такие карточные игры, собирались криминальные группы и так далее. Ну, все, вот еще чуть-чуть, и практически село себя исчерпало. В 2012 году, это такой, знаете, называют социологи такой матриархальный способ установления трезвости, там впервые задели тревогу женщин. Если я еще раз говорю, это было вымирающее село когда-то, то сейчас это одно из самых процветающих сел на республике. Там очень высокая предпринимательская активность. Там один из самых высоких уровней сельскохозяйственной техники на душу населения. Там, если в 2017 году из 11 класса выпускалось 2 человек, то в первый класс пошло 18 человек, то есть в 9 раз улучшение. Почему? Потому что самое главное, что там, как мы уже говорили, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, там стало безопасно. И люди начали с горя туда возвращаться. Там 700 человек, на 700 человек, это вот касается того, что нас, гражданской активности, 15 общественных организаций, которые регулярно выигрывают гранты президента. То есть там активно, и сразу где когда въезжаешь, там все устроено, там достаточно чисто и аккуратно. Дальше. Дальше у нас. Так, ну, конечно, мы исследовали коэффициент смертности, он ниже трезвых сел. Но что и самое главное, о чем мы говорили, там в 6 раз меньше уровень преступности. Она, конечно, есть. Но я еще раз хочу сказать, что там самое главное, что нет тяжких, особо тяжких преступлений, особенно против жизни и здоровья. Там тоже есть определенный уровень употребления, он меньше значительно, чем в городе и в других селах. Еще раз, я не буду на этом останавливаться. Еще хочу сказать, что сейчас, наверное, такая международная тенденция есть, что все исследуют индекс счастья, насколько в той или иной стране живут счастливы. Так я вот хочу сказать, что у нас здесь есть свои оазисы внутри нашей республики, где люди себя значительно чувствуют счастливее. И это трезвые села. По всем параметрам довольны развитием села, удовлетворены своей работы, довольны уровнем благоустройства, чувствуют себя в безопасности и так далее, и так далее. Они чувствуют себя значительно лучше, комфортнее. И это мы сравнивали с теми селами, где есть лучшая инфраструктура, где больше культурных и спортивных объектов. То есть человеку для счастья нужно осознанное восприятие действительности. А осознанное восприятие действительности приходит к человеку с трезвостью. Дальше. И, да, ну это вот счастливым сам себе. Дальше. Это вот интервью Игоря Задорина, который возглавляет ЦИРКОН, который проводил. Можно дальше? Она. Вот. Ну, что, значит, я в том числе для наших коллег в других регионах расскажу немножко о наших проектах, чтобы было, если им интересно, мы готовы выслать весь необходимый алгоритм, методику
реализации проектов. У нас десятки проектов, я не буду останавливаться на всех, потому что это просто невозможно. Вот мы здесь несколько суток просидим. Поэтому, наверное, расскажу о тех, которые сейчас идут в настоящее время, которые такие яркие. Еще, кроме этого, хочу сказать, что эта презентация с аналитикой есть на сайте, на федеральном сайте общее-дело.рф. Там есть аналитика, все эти слайды, и описывается, какие результаты есть. Дальше. Значит, проект «За рулем своей жизни». Очень достаточно интересный проект, был подписано соглашение с ГИБДД, в рамках которого мы проводим лекции, и мы от ГИБДД в том числе обязаны проводить такие лекции по федеральному закону 196 о безопасности дорожного движения. Эти лекции проводятся в автошколах для слушателей и для, как вы думаете, кого? Ну, естественно, нарушителей, которые ездили в пьяном виде. На самом деле, это печальная статистика. Каждую неделю мы приходим, 30, 40, 50 человек там сидит, пытаются возвратить свои права, чтобы пройти снова. На самом деле, понимаете, это мы находимся каждый раз. Если не вы пьете, какой-нибудь человек может вас резаться или, не дай бог, ваших близких. Поэтому в эту работу мы делаем, и ГИБДД отмечает, что в последнее время идет спад. Рецидива уже нет в таком объеме, как раньше. То есть человек дважды или трижды может попадаться за пьяной ездой. Каждую еще раз в неделю. А в автошколах мы читаем несколько раз в неделю. Дальше. И вот тоже интересный вообще школьный городской проект для школ. Для нас очень важно, чтобы профилактика шла системно. Если вы включите телевизор, включите интернет, поговорите со своими знакомыми, очень часто идет такая профилактика на потребление. Все время мы говорим о мифах потребления, почему нужно потреблять алкоголь, для чего нужно. Этим везде пестрят и СМИ, и какие-то медиапространства и так далее, и так далее. Ну, потому что у тех лобби, которые продвигают это, намного больше ресурсов и финансовых, и других возможностей. Поэтому, чтобы была эффективная профилактика, разных мероприятий очень мало. И мероприятия должны быть разные, чтобы ребенок мог задействовать те или иные чувства, эмоции в результате реализации этого проекта профилактического. И вот что мы, значит, реализуем совместно с управлением образования в городе Якутске. Первый этап – это когда школа внутри проводит профилактические классные часы, основанные на материалах общего дела. Буквально чуть-чуть я скажу. Общее дело – это общественная организация, но ее материалы на сегодняшний день являются самыми эффективными в России по профилактике и одними из самых эффективных во всем мире. Они сейчас переводятся на разные языки. Эта программа общего дела рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации. Кроме того, она прошла различные экспертизы Московского научного центра наркологии, психологов, педагогов, и ее можно без страха и сомнений использовать для профилактики. Вы, в том числе, можете для своих детей, для своих знакомых детей и в школах. Есть вот такие программы от и до, которые прописывают от слова «здравствуйте» до «до свидания» полностью. То есть каждый человек, в том числе и вы, мы вас призываем, чтобы вы, возможно, подключились к нам, к этой очень важной работе, может проводить такие уроки, достаточно простые. Я сейчас буквально уже по ритму заканчиваю. Значит, кроме этого, мы проводим исследования. Коротенько я скажу, исследование у нас заключается первое. Это алкогольная ситуация, это анкеты по регионам. Сначала мы хотели заходить только арктические регионы, но сейчас мы берем, то есть это российские уровни. И значит, обращаемся мы к своим коллегам в других регионах о том, чтобы провести их там. То есть это интернет-голосование, где люди, отвечая на анкеты, можно будет сделать срез о том, какая алкогольная ситуация в том или ином регионе. Кроме этого, мы запускаем такое исследование, как экономика трезвости, очень важно, потому что сколько мы ни говорим, все равно цифры подтверждают больше всего, что урон бюджетов любого уровня, экономический, финансовый, очень сильно страдает от алкогольных проблем. Это и преступления, мы содержим с вами преступников, которые сидят, это и дети-сироты, которых тоже в основном большая часть, это специальные дети-сироты при живых пьяных родителях, ну и много-много другое. Кроме этого, значит, меня попросили озвучить это, мы совместно с Общественной палатой Российской Федерации организовываем такую систему по всей России рабочих групп, которые работали по профилактике.
То есть на сегодняшний день мы в Якутии рабочую группу, основная у нас будет работать в Якутии, потому что у нас самый важный опыт. И вот к региону я тоже обращаюсь, чтобы они задействовались в работе этих рабочих групп. То есть в каждом регионе у нас в субъекте Российской Федерации будет своя рабочая группа, которая будет работать по эффективности профилактики. В Москве будет основная рабочая группа, но основной движущей силой будут, конечно, наши якутские активисты. Первый план – это мы делаем национальный доклад. Второй план – мы собираем лучшие практики. И третий план – методически их оформляем и уже начинаем по всей России их распространять. Я, возможно, время чуть-чуть вышло. Вам огромное спасибо, плодотворной вам работы, чтобы действительно у вас все, что вы хотели получить от этого мероприятия, получили, как можно больше знаний. Вот. Еще раз повторю те материалы, которые, возможно, понадобятся вам и вашим детям, но я очень советую показать, потому что они очень хорошо и легко воспринимаются, но делать свое полезное дело. Итак, сайт общее-дело.рф. Покажите своим детям, потому что мы не знаем, на каком этапе к нашим детям может подойти друг и предложить наркотики или алкоголь, или покурить, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был первым. Спасибо за внимание. Так, Елена, большое спасибо. Да, пошел перебор по времени. Там есть подключение наших соратников по России, да? Так, сейчас мы послушаем мнение, вот что думают о нас, о нашем опыте в нашем Дальневосточном федеральном округе, где по рейтингу, значит, Общественной палаты Российской Федерации Дальневосточный федеральный округ самый пьющий из всех округов Российской Федерации. И только мы, звездочкой, Республика Саха-Якутия, светим так ярко и говорим, что нет, не все потеряно. У нас неплохие результаты. Итак, вот наши коллеги, давайте посмотрим их мнение о нас. Свет выключить, свет выключить. Если можно потом, да? Хорошо. Тогда, значит, очень приятно, что у нас есть подключение, что... Ну, тогда давайте по программе двигаться дальше, да? Значит, по этому блоку было выступление, женщина поднимала руку, было какое-то выступление, желание что-то добавить, спросить, был вопрос. У вас был вопрос, да? Представьтесь, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Меня зовут Надежда Константиновна Усикова, серебряный волонтер Победы, ну и так далее. Я думаю, что не стоит заслуживаться в нашем федерале. У меня вопрос, значит, по первому блоку следующий. Вот биография, во-первых, распространение вот этого опыта на северах. И хотелось бы, раз я поняла, что проект уже реализуется, да? Да, проект реализуется, да. И значит, есть какие-то уже готовые результаты, вернее, какие-то есть уже итоги, совпадающие с ожидаемыми результатами, с прогнозами. Вот об этом бы хотелось узнать. Хорошо. И еще хотелось бы узнать еще о форме контроля за нелегальной продажей. Да, вот это вот, по-моему, наболевший вопрос, в особенности на северах. И еще хочу добавить, что севера у нас вообще-то вот они несколько как бы разнятся, да, даже по диалекту. Ну, хотя, конечно, сельское хозяйство в основном представлено одними и теми же видами отрасли рыболовства, оленеводства и так далее. Но Устьянская группа районов, Блудская и так далее, они похожи друг на друга, да? Это не отдельная группа, но вот, которая Нижнеленская группа районов, они как бы, как бы разнятся. Но вот я очень внимательно слушала и хотела вот уловить, что можно вот именно распространить вот для охвата географии именно Арктики. Вот у нас прекрасный опыт, я думаю, сейчас Елена его добавить, потому что мы готовы стать той общественной площадкой по распространению этого опыта. По этому вопросу я бы хотела сказать, что да, мы готовы тиражировать наш опыт, мы готовы. Для нашего проекта «Трезвая Арктика» нам нужны вот финансовые средства. Тут как бы то, что я озвучила, 18 миллионов 775 тысяч нужны.
это желаемая сумма, мы ее еще не имеем, мы хотим ее иметь, чтобы реализовать этот проект окончательно. И действительно, мы можем сейчас уже тиражировать. Тогда давайте в резолюцию обращения к Минарктике вот этот опыт взять за основу и то, что есть лучшее в Арктике, тоже аккумулировать, потому что другие районы тоже, что делают потребности, действительно аккумулировать этот опыт и лучшее взять на вооружение всех. Секундочку, вот еще один вот нюанс хотела бы выяснить. Но вот я услышала, что по профилактике ведется определенная работа, да? Но вот какие именно формы контроля реализуются, вот именно вот уже делается практически контроль за нелегальной За нелегальное. плантацией. Значит, по Устьянскому району, по нелегальной, пожалуйста, ответьте по Устьянскому. Что там было по нелегальной? Почему немножко снижение? По нелегальному обороту алкоголя, но таких конкретных, вот как сказать-то, у нас наша работа нацелена на, наша работа вообще нацелена на сохранение детской трезвости, информирование населения о вреде алкоголя. То есть само по себе люди, уже поняв, услышав причину и вред этих всех наркотиков, они, естественно, должны как бы уже не приобретать этот яд. Ну, спасибо. Получается, Значит, да. работа направлена на формирование осознанной мотивации. Основной акцент делается на это. А вот именно практических шагов по интересующему вопросу. Вот да? по интересующему вопросу, Георгия Егоровна как бы немножко вот Спасибо огромное. сказала в своем выступлении. Молодой человек, девятиклассник, Богдан, он сделал большую работу и исследовали, что действительно законов достаточно, а они не работают. Кто у нас заниматься должен нелегальной продажей? Министерство внутренних дел по республике Саха-Якутия. Внимание, правильный ответ. Занимается или нет? Занимается. Вот конкретно в Устьянском районе мы заслушивали отчет этих представителей, которые непосредственно этим занимаются. И они говорят, что да, успехи есть, они работают. Есть сложности, потому что иногда нужно свидетельские показания наших граждан инициативных. Но инициативные граждане, когда нужно выступить свидетелями, кем-то еще написать заявление, аккуратно уходят куда? В сторону. Поэтому есть определенная проблема. Однако сейчас есть ужесточение. Если вас этот вопрос интересует, мы можем отдельно вернуться с работниками внутренних дел. На самом деле работа ведется, и снижение по Устьянскому району мы увидели, потому что там неравнодушные сотрудники полиции, которые работают. Есть определенные моменты дальше у нас с наказанием этих вот безобразников, но там уже как бы дело техники. Итак, давайте... Мне слово. В дискуссии хочет выступить Карл Ильич Башарин. Товарищи, успех нашей республики по формированию трезвого здорового образа жизни обусловлен тем, что мною, как ректором Народного университета трезвого здорового образа жизни, а также вице-президентом Международной академии трезвости и врачом-патологоанатомом, который занимался этим делом 50 лет, так, сформулирован закон трезвости, основной закон собриологии. Впервые в мире это сделано мною. Почему? Потому что я видел, каким изменениям подвергаются органы, даже когда люди пьют малые дозы. И это все представил в этой книге. Алкоголь, коварный разрушитель организма. 10 золотых медалей на международных выставках в Америке, в Париже, в Барселоне, в Москве и так далее получила. Так? Вот. Здесь представлены неопровержимые свидетельства вреда алкоголя. Вот я вот вам продемонстрирую сейчас. Во-первых, вот головной мозг нормального ребенка, так 6-месячного, и пьющие женщины в 2 раза мозг меньше. Поражается в первую очередь головной мозг и все остальные органы. Дальше. Вот алкоголик 20 лет пролежал в психиатрической больнице.
Видите, все органы поражены. Головной мозг с размером в кулак, органы все сморщенные и так далее. Вот. Это началось с культурного употребления. Поэтому с сегодняшнего дня отказаться надо всем присутствующим. Потому что вы видите, к чему это приводит. Дальше. Вот половые клетки человека. Так. Через 15 минут после выпивки бокала шампанского и рюмки водки и бутылочки пива, вот посмотрите, во что превращаются клетки половые. Об этом кто знает, никто не знает. Даже врачи не знают. Вы поняли? Половина врачей пьет, курит. Почему? Потому что их не обучали вот этим вот предметам, сомбриологии и патологической науке. Так, поэтому я вот призываю вас всех, так, поскольку 95% информации через глаза идут и через уши. Увидели? Поняли? Полностью откажитесь и передавайте другим. Вот тогда эффект будет. А что касается лекторов, которые занимаются трезвым здоровым образом жизни, вот у нас лектор есть, Лира Иванова. Вот она, вот этот закон, который я сформулировал, каждый раз, когда завершает лекцию, она как вывод показывает этот закон. Почему? Потому что все говорят, пить нельзя, культурно можно, а о законе никто не говорит. Закон это такое дело. Понимаете, его надо соблюдать. Хочешь, не хочешь, вот это закон. Мы все должны соблюдать писанные и неписанные законы природы и общества. Вот в чем дело. И быть патриотами Родины. Вот именно. Поэтому вот эта борьба за формирование трезвый здоровый образ жизни и патриотизм, они неразделимы. Об этом говорил академик Углов Федор Григорьевич, 40 лет возглавлявший Союз борьбы за народную трезвость. Уникальный хирург, выдающийся ученый, 75 лет хирургического стажа, которого я лично знал. Поэтому давайте поменьше разговоров, так? Своим личным примером в семье, роль семьи повышается. Семья это первичная ячейка общества, там все начинается. Если родители будут пить культурно, все, дети будут пить и никогда слушаться не будут. Вот все. Если родители будут воровать, они будут ворами. Это уже все известно. Поэтому от болтовни вот такой, так? Надо в корень смотреть. Есть закон такой или нет этого закона? Потому что все живые существа познают окружающий мир органами чувств, глазами, ушами и так далее. Их никто не учит. Сразу соображать. А тут что? Уткнулись в телефоны, в интернет и все. Поэтому я вот призываю всех сегодняшнего дня вести трезвый здоровый образ жизни и личным примером, значит, проводить работу и поддерживать вот эти всякие ограничения. Ну, во-первых, знаете, я призываю, чтобы наше собрание не превращалось в балаган. Да? Поэтому вот я вообще не понимаю, что происходит. Хочу вернуться к докладу Елены Карловны. Бурно, здорово. Послушал и теперь хочу вот провозгласить. Теперь все тосты за трезвость. Вы знаете, вот я смотрел на эти цифры и обратил внимание на вопрос по поводу того, как в арктических регионах ведется контроль за нелегальной продажей алкоголя. И ответа не было. Обратили внимание? Я много езжу по арктическим улусам, никакого нет контроля и не может быть, потому что ограничить нелегальную продажу алкоголя невозможно. Потому что наивно слушать вот эти все слова, рассказы о том, как происходят эти программы трезвости, потому что здесь в чем нюанс? В том, что это люди очень активные. Вот цифры, которые вы здесь видели, они очень сомнительны. Я занимаюсь контролем этой ситуации на протяжении 3 составов общественной палаты. Я помню аналитику, которая публиковалась в рамках Якутска. Я сейчас оставлю арктические регионы. В рамках Якутска ничего, кроме вреда, эти ограничения не дали.
Повышение алкогольных преступлений раз, чудовищное превышение. Второе, бутлегерство развивающееся. Люди травились и продолжают травиться. Ограничения по времени ничего они не дают. Но если в Москве ты можешь круглые сутки купить в магазине нормальный алкоголь, здесь люди заказывают паленку, как ее называют, причем за чудовищные деньги. И это все отражается на кармане семьи. По поводу деревень, сел, где отказались от алкоголя. А там ровно за границей вот этой территории ставят новый магазинчик. Если раньше человек шел и в этом магазине покупал бутылку водки, то теперь он едет за 50 километров и там покупает ящик водки. После этого он этот ящик с друзьями выпивает и идет на улицу гулять трезво. Поэтому, знаете, давайте выверенно относиться к таким вещам. Я не спорю, что алкоголь вреден в больших количествах, да? Но мы-то сейчас говорим не об этом, мы говорим об эффективности этой работы. И поэтому не надо прятаться за какие-то флаги, которые размахиваются. Смотреть на вещи трезво, безусловно. И анализировать, безусловно, трезво. Спасибо. Так, дайте-ка мне, я возражаю против балагана, я возражаю, во-первых. Во-вторых, этот закон, так, он естественный закон, вот даже проводили эксперименты. Даже одномесячные поросята, так, которых никто не обучал и так далее, отказались сразу, как только попробовали. Дело было вот так вот. Взяли 10 одномесячных поросят, заключили в замкнутое пространство и посмотреть, как они будут себя вести. Они стали драться, дрались несколько дней, пока не объявился лидер, который всех победил. И тогда установился порядок. Он разрешал им кушать и так пробовал пищу и так далее. Случайно налили пиво в корыто. Поросенок подошел, понюхал, стал кушать. Все прибежали, покушали, и все опьянели. Несколько дней стоял хаос. Это вот к этому ведет как раз. После этой драки, значит, они протрезвели, поросенок взял бразды в свои руки. И все, и установился порядок. Это закон, поэтому никакой балаган, если я громко говорю, это что, балаганствует, никакого балагана нет. Ну, я хочу, значит, всем сказать, что у нас действительно такая идет сейчас дискуссия. Мы выслушаем разные точки зрения, и Веркана, вы хотели сказать что-то свое? Да, спасибо, дорогой Андрей, что вы озвучили такие вот свои сомнения. Я очень положительно к ним отношусь, потому что есть возможность дополнительно эти мифы, которые вам действительно со СМИ и так далее награждаются нашу несчастную голову, их развеять. Ну, что касается арктических районов, я очень много проездила, в сущности, я работала в правительстве, ездила. Действительно, у нас в законодательстве есть все механизмы работы с нелегальной торговлей. Абсолютно все. У нас сейчас для бутлегеров за повторное правонарушение назначена уголовная ответственность. Поэтому я призываю еще раз всех. Когда мы ездили, например, с отчетами правительства, люди поднимали этот вопрос. Очень рьяно кричали, били, значит, ногой об пол, да, говорили, что это все балаган, все это политика. Но когда мы говорили, вот у нас сидит начальник полиции, отдела полиции, напишите заявление. Знаете, что отвечали люди? Что? Я не буду писать, я боюсь. И это практически во всех районах. Может быть, это определенная какая, ну, есть особенность, да, маленьких поселений, там все друг друга знают. Люди не хотят работать, они не хотят себя работать над этой проблемой. Они, ну, не хотят себя подставлять. Еще раз, можно? Значит, второе. Мы сейчас разрабатываем инструкции для общего дела, для общественников, которые хотят работать через интернет, да, мы будем через госуслуги работать. Это будет тоже на сайте общего дела РФ. Инструкции по работе с различными правонарушениями в обороте алкогольной продукции. Поэтому ждите анонса, мы, значит, сообщим об этом, чтобы работать с нелегальной продукцией. То, что касается Арктики, меня пригласили в январе месяце для выступления в законодательном собрании и при правительстве Чукотской области, автономного округа. У нас очень много чего похожего. У нас действительно есть проблемы, мы не говорим об этом, что их нет. Проблемы есть у нас, тоже в том числе. Но если мы сравним экстремальные природные условия, национальный состав,
и доступность. Чукотка сейчас вымирает. Это действительно как чау уже. Мы скоро помашем ей чау, если там не будут предприняты определенные меры. И президент сказал, это уже в такой кулуарной беседе, он сказал: губернатор, если ты не решишь проблему демографии, ты слетишь со своего места. В сентябре сейчас будут перевыборы губернатора. У нас проблемы с демографией, а это напрямую связывается с трезвостью и с алкогольной политикой. Сегодняшний день нашу, значит, демографическую политику будет в национальном докладе по демографии описывать, балаган это или не балаган, но это настоящие, точные, объективные научные данные, что нашу демографию в Якутии напрямую связывают с тем, что у нас низкий уровень потребления, что у нас проводится антиалкогольная политика. Еще раз говорю, у нас проблемы нет, они не решаются вот так. И это важная часть. Каждый из вас ответственен за это. Вот вы ездите, давайте работать на эту проблему. Ведь у нас каждый год в России умирает 500 тысяч человек. Это больше, чем город Якутск. А мы все сидим здесь и разглагольствуем, потому что это балаган. Мы должны работать, чтобы сохранить будущее своих детей. И наше будущее. Потому что его не будет. У нас от психоактивных веществ ежегодно умирает 1 миллион человек. Мы об этом знаем. Да многие, наверное, знают. Просто не хотят ничего делать. Давайте что-то сделаем. Вот мы делаем это. Большое спасибо, Ирина Михайловна. Да, дискуссия немножко затянулась, но я хочу поддержать, что сказали. Давайте поддержим вот идею нашего простого человека, общественника из Арктики. Она сказала, не будет спроса, не будет предложения. То есть мы можем еще идти другим путем.